Водить по-русски предупреждает. Поворот на ДТП опасен для здоровья. Наш телезритель Николай стал свидетелем яркого поворота в Новосибирске. Немного невнимательности, и маневр через встречку вышел из-под контроля. Подбитая серебристая легковушка укатилась вдоль улицы, а черная иномарка влетела в бордюр и ограждение, набив дополнительных шишек. Воронеж. Водитель черного кроссовера пошел на поводу у поворачивавшей легковушки. Хотел сыграть в кортеж, а получилось отработать перекрытие дороги. Наш зритель Дмитрий был наказан за благородство. Он уступил дорогу, а теперь вынужден искать объезд. В Керчи шестерочник выехал на обум. На перекрестке к нему присоединилась иномарка и сбрила висок. Твердые пятерки за исполнение. Капризничает природа, а отдуваются водители. Ё-моё, вот это-то. Лобовка еще целая. Не разойдешься? Я надеюсь, что нет. Природа испытала на прочность автомобилей. Крупный град накрыл окрестности Сургута. Среди тех, кто подвергся нападению непогоды, оказался и наш телезритель Павел. Она в городе на яйцо. Тоже что творится. Держись, лобовуха, держись! Сильный ветер на трассе под Магнитогорском повалил рекламный щит. Конструкция рухнула прямо на дорогу. Водитель фургона резко вырулил навстречку прямо в лоб белой иномарки. Кроссовер едва успел нырнуть на обочину. Закон маршрутки. У кого больше пассажиров, тот и прав. Челябинские маршрутки настолько суровые, что плевать они хотели на правила. В подтверждение видео от нашего зрителя Артема. По гудку никто не останавливается. Водитель автобуса спокойно прочесал через перекресток, вынудив других автомобилистов оттормозиться. В Нижнем Новгороде завелся маршрутчик «Метеор». Перепутал городские перевозки с раллийными гонками. Пешеходы не пострадали, зато досталось легковушке на встречной полосе. Неудержимая маршрутка перескочила через бордюр и почти ворвалась в торговый центр. Нетерпение – отличительная особенность уроженцев маршрутки всех мастей. Водитель бийского микроавтобуса застоялся на перекрестке и блеснул слабоумием и отвагой. Смотри, что делает, вообще оборзел, а? Головно. Ну, смотри, что делает. Вообще. Таким уроженцам явно не место в пассажирских перевозках, потому что довезут людей до больницы или до кладбища. Лихачество превращает водителей в пешеходов. Свадьба – это испытание. И на прочность тоже. Ё, ты за рулем как разрешил эту тему? Невеста с подружкой рискованно прощались с былой ветреностью. Высунулись из окон машины. Кортеж подбадривал их гудками. Проспект Жукова. Вот так у нас ездят люди, а потом авария. Из-за таких вот идиотов. Наша телезрительница Крис сняла опасную фотосессию на видео, чтобы прислать «Вводить по-русски». Хочется верить, что новобрачные добрались до ЗАГСа без происшествий. Неудачную партию дорожных шашек снял наш зритель Александр. Водитель синей иномарки несся по кольцевой в Санкт-Петербурге, но вместо изящного лавирования получилась массовая авария. Неловкая попытка объехать грузовик закончилась заносом и столкновением. Водителю удалось изобразить на дороге вопросительный знак. И действительно, зачем было так гнать? Руль в голове не помешает даже при перевозке грузов. Бочка сбежала от смоленского водителя. А ведь на скорости бочонок мог жахнуть в полный рост, отпрыгнув в лобовое стекло. Петербург. Испытание каршерингом снял наш зритель Антон. Сначала водитель на арендованной машине зашел в поворот боком. Едва не вылетев с проезжей части, он сумел остаться на дороге, но проехал на красный свет и умчался вдаль. Фантастическая дерзость, помноженная на безумие. Так можно оценить манеру вождения владельца черного кроссовера.
Наш зритель Дмитрий застал такого на трассе под Мурманском. Мужчина принял встречную полосу за выделенную и рванул без оглядки. В скорости себя не ограничивал. И на встречные машины внимания тоже не обращал. Спешка на дороге – кратчайший путь в нашу передачу. Целый букет квитанций могли бы подарить питерские инспекторы водителю черного седана, но их на месте не оказалось. Зато торопыгу снял наш телезритель Андрей. Дядя проехал на красный и разогнал пешеходов на зебре. Напугал малолитражку и остановил трамвай, выехав ему прямо в лоб.